древние времена, когда исповедь Христа означала идти на подвиг, на страдания, а порой и на смерть, жили три доблестные девы – Архилая, Фекла и Сусанна. Они не были знатными, не имели власти или богатства. И главное богатство – это вера. Вера горячая, чистая и крепкая, как алмаз. Жили они в эпоху жестоких гонений на христиан, но вместо страха избрали монашеский путь – путь смирения, молитвы и подвига. Они подвязались в небольшом монастыре близ Рима, а затем, переодевшись в мужскую одежду, удалились в компанию. Там они продолжали жить в посте и молитвах, а также получили дар исцеления, обращая язычников в христианство. Их души горели любовью к Богу, и этот огонь был сильнее пламени земных мучений. Когда пришли воины, чтобы схватить их за имя Христово, они не дрогнули. Перед лицом пыток они оставались непоколебимы, как стены древней церкви в бурю. Правитель области Леонтий приказал провести их в город Салерн. Он угрожал святой Архилае отдать ее на поругание и предать смерти, если она не принесет жертву идолу. Архилаю избили розгами, Феклу подвергли огню, Сусанну томили голодом и холодом. Но никто из них не отрекся, не ослабел к вере. Их истязали долго, но Господь укреплял. Они приняли мученическую кончину с именем Иисуса на устах. Сегодня преподобные мученицы Архилая, Фекла и Сусанна – это образец духовного мужества. Быть верным Христу значит идти за Ним до конца. В день их памяти мы не просто вспоминаем историю, мы вдохновляемся, мы укрепляемся, мы молимся. Мы молимся им, чтобы и нас Господь укрепил в наше время испытаний, пусть и менее кровавых, но не менее опасных для души.